Армасос! Приветствую вас, дорогие ученики! Я Ануар Асанович Исаев, учитель истории 135-й школы города Алматы. И сейчас у нас особенный урок по всемирной истории. Спрашиваете, почему он особенный? Да, и еще раз, да. Коронавирус и карантин заставили нас всех сидеть дома. Но несмотря на то, что мы ограничены физически передвигаться, наш мозг ни в коем случае не должен тормозить и деградировать, а наоборот, ему следует развиваться. И развиваться вы будете индивидуально, с родителями, ну и, конечно же, вместе с сенсеем. Нет, не с этим, со мной. Я ваш сенсей. Мне в этом плане будут помогать два моих старых друга, которые по стечению обстоятельств оказались и остались у меня дома. Зато не будет скучно вам и не будет скучно им. Итак, первый гость, мой старый друг, путешественник, мудрец, поэт, иногда растяпа, большой простак, великий суфий Хаджа Насреддин. Ассаламу алейкум, дети. Я Хаджа Насреддин, сам себе господин. Последний раз я гостил в 15 веке в городе Самарканд у знаменитого Улугбека, внука великого Тамерлана. И в его обсерватории я изучал звезды. Ну а потом я решил навестить друга Анвара Эфенди. И через временной портал я пришел сюда. А тут... И теперь портал закрыли на карантин. Но мне нужно срочно в 11 век своему другу, великому врачу Абу Али ибн Сина, чтобы достать вакцину от коронавируса. Суфий – адепт суфизма, мистического течения в религии ислам, проповедующий аскетизм и повышенную духовность. Хаджа Насреддин – фольклорный персонаж мусульманских стран со времен Средневековья, который сочетает в себе образ мудреца и простака одновременно. Хромой Тимур или эмир Тамерлан – среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник, завоеватель, а также основатель своей империи в XIV веке. Улугбек – внук хромого Тимура и правитель империи тимуридов в XV веке, также известен как выдающийся астроном, математик, просветитель и поэт. Самарканд – древний город в современном Узбекистане, которому уже почти 28 веков. В XIV веке был столицей империи хромого Тимура и тимуридов. Обсерватория Улугбека – одна из наиболее значительных строений Средневековья, предназначенная для наблюдения за космическими объектами. Построен Улугбеком в окрестностях города Самарканд в XV веке. Абу Али ибн Сина в Европе известен как Авиценна, самый влиятельный философ, ученый и лекарь средневекового исламского мира. В XI веке в Хорезме его прозвали князем врачей. Хорезм – исторический регион, древняя цивилизация и средневековое государство в Центральной Азии. А второй гость, мой друг, который не раз помогал мне в дворовых разборках. Человек слова, бесстрашный воин, средневековый грабитель караванов, суровый Джарбаш. Салам алейкум! Меня зовут Джарбаш, я одинокий степной волк. Последний раз я удачно ограбил китайский караван из Нанкина и закопал золото в песках Кызылкум. Ну а потом в городе Туркестан я встретил Хаджу Насреддина, шайтан его побери. Он мне говорит: пойдем к Анвару Мурзе, у него вкусный бешпармак. Но я согласился, и через временной портал я тут, а тут... Не нравится мне здесь у вас. Анвар Мурза говорит, по улицам нельзя ходить с кинжалом. Помимо этого вообще нельзя ходить на улице. А я еще клад хотел свой откопать в песках Кызылкум. Но Анвар Мурза говорит, этот клад уже является имуществом Республики Казахстан. Джарбаш означает «сорвиголова» на тюркском языке. Тюркский язык является предком современного казахского, киргизского, узбекского, уйгурского, татарского, азербайджанского, турецкого, якутского и других языков. Тюркский язык произошел от языка древних жителей кочевников Великой Степи, таких как гунны. Нанкин – город в современном Южном Китае. В XIV веке был столицей китайской династии Мин, которая образовалась после свержения монгольской династии Юань, которую основал Хубилай, внук Чингисхана. Кызылкум – Красные пески. Пустыня в Центральной Азии между реками Сырдарья и Амударья. Туркестан переводится как «земля тюрков». Город, которому свыше 1500 лет. Находится на территории Южного Казахстана, недалеко от реки Сырдарья. Сейчас является административным центром Туркестанской области. В городе Туркестан находится самый крупный архитектурный объект средневекового Казахстана. Мавзолей, построенный по приказу хромого Тимура в честь великого суфия Хаджа Ахмета Яссави. Раньше Туркестан также имел название Шавгар и Яссы, отсюда и имя великого суфия Яссави. Клад.
Если вы нашли клад или любой другой исторический или археологический артефакт, то вы сразу же должны уведомить об этом местных археологов, прокуратуру и полицейских. Клад и артефакты на территории Республики Казахстан являются имуществом Республики Казахстан. Утаивание находки, уничтожение или продажа артефактов на черном рынке карается лишением свободы вплоть до 12 лет. Также запрещается раскапывать археологические объекты. Разрешение на раскопки дает только государство и только профессиональным специалистам, археологам. Ребята, я выкладываю всю эту полезную информацию, чтобы она на подсознательном уровне сохранялась в вашей голове, для вашего же кругозора. А наша сегодняшняя тема будет не о прошлом, а о настоящем. И как вы думаете, о чем? Да, о коронавирусе и о всемирном карантине. Это явление, история всего мира, которая происходит сейчас, и мы с вами ее непосредственные участники. Человечество за свою историю пережило немало трудных времен. То, что происходит сейчас, это цветочки. Раньше в подобных случаях люди гибли миллионами. И чтобы не допустить такого, нам следует придерживаться двух основных правил. И первое – это ответственность. Ответственность в вашем случае, дети, это делать то, что вам во благо и что вам под силу. А это, первое, беречь свое здоровье. Второе, беречь родителей и близких. Третье, беречь природу и окружающую среду, не мусорить. Во время чрезвычайного положения любое опрометчивое действие может обернуться трагедией. Так что следите за собой, будьте чистоплотны и соблюдайте режим карантина. Государство доверяет нам. Мы, в свою очередь, доверяем вам, дети. Ответственное выполнение каждого своих обязанностей, в вашем случае выполнение домашних заданий на доверии, это уже героизм. Давайте переживем этот карантин честно и достойно. Почему я говорю «армасос», когда с вами здороваюсь? «Ар» в переводе с казахского языка означает «честь», «достоинство». «Армасос» – честны ли вы? С вами ли ваше достоинство? Также у казахов есть пословица «малым жанымның садағасы», «жаным арымның садағасы», что означает «если беда коснется моей жизни, я пожертвую имуществом, но если беда коснется моего достоинства, я пожертвую жизнью». Ай, молодец, красиво сказал. Второе главное правило – это развитие. Именно сейчас вы должны всесторонне развиваться. Спасение человечества в развитии. Если ученые разрабатывают вакцину, вы должны также заниматься своим делом, учиться. Возможно, завтра спасать человечество будете вы. Дети, помимо мозга надо развивать еще и сердце. Духовное развитие тоже немаловажно, потому что знание, полученное без нравственного воспитания, очень опасная штука. А источник духовного развития – это любовь. Любите своих близких. После урока подойдите к своим родителям, братьям, сестрам, братишкам, сестренкам и скажите: «Дай я тебя обниму, как я тебя люблю». А теперь домашнее задание. Вам необходимо написать сочинение или снять видеоролик, можно добавлять фотографии и рисунки, на тему «Как достойно я пережду карантин». Выполненное домашнее задание отправите в день следующего урока всемирной истории личным сообщением мне на WhatsApp. Если файл будет тяжелым, то отправите его на почту. На этом все. Берегите себя, дети. И учитесь. Занимайтесь спортом. Любите своих близких. Большой путешественник. Иногда дубль. Оказались и остались у меня дома. Все.